Лисицы, волки и даже Баба-Яга собственной персоной. Настоящая лесная сказка теперь стала реальностью для самых юных жителей селения Верхние Чулки. Открытие нового садика малыши ждали, кажется, даже больше, чем родители. Незнакомые друг с другом ребята уже дружно играются на площадке, читают стихи и поют песни. Песнями ребята встречают и почетных гостей праздника. Полпреда президента России в СКФО Александра Мотовникова и главу Ингушетии Юнусбека Евкурова. Они также поздравили всех жителей села с действительно большим праздником. Хочется поздравить и родителей, потому что это второй детский сад в населенном пункте. Я думаю, что все, как нам сказали руководитель администрации и руководитель детского сада, что по сути очередность и очередь, которая была в населенном пункте, она исчерпана. Но так как у нас Ингушетия лидер по рождаемости, и как говорят, есть такая ингушская пословица, что дом без детей это все равно, что мельница без зерна. Вот, не останавливаться, конечно, на достигнутом нельзя. Я уверен, что и дальше будут строиться и школа, планируется здесь в ближайшее время. Ну и, конечно, если будет большое количество детей, еще надо будет строить детский сад. Все потихонечку сделаем. Я хочу всех поздравить с этим событием. За последние годы очень много сделано. Конечно, нужно то отставание, которое за определенный период времени 90-х годов и начала 2000-х, его потихонечку сокращать. Вы понимаете, что сразу невозможно, но здорово, что в этом прекрасном месте уже появился такой красивый второй детский садик. Юнусбек Евкуров отметил, что в новом садике предусмотрена ясельная группа для малышей от 2 лет. Правда, такие удобства доступны для работников бюджетной сферы. Это педагоги, это учителя, это работники здравоохранения и так далее, которые, уйдя на работу, могли бы ребенка сдать в ясельную группу, а не находиться в декретном отпуске, чтобы стаж работы не терялся. Ну и в следующем году планируется здесь же в селе начало строительства школы и закладывается еще один детский сад. Но этот детский сад больше будет уже для детишек средних очелуков, потому что они на границе находятся и для этих детишек. Поэтому я поздравляю всех с этими событиями. Это колоссальная помощь федерального центра. Как мы уже знаем, наверное, наблюдаете по телевизору, совещание по исполнению национальных проектов. Огромные средства заложены в первую очередь для того, чтобы выровнять регион с другими регионами во всем отношениям. Одна из главных задач – это система образования, система дошкольных учреждений, ясельных групп. Поэтому мы это все сделаем. Помощь федерального центра, она значима. И, конечно, мы ценим эту помощь. Пришло время зайти внутрь лесной сказки, но запланированную экскурсию по детскому садику прерывает Баба-Яга. Ее, оказывается, на праздник не пригласили, но тут же находится выход из положения. Мы все приглашаем вас на наш праздник. Что мы еще можем сделать для вас? При одном условии, если вы позволите пригласить моих подружек, веселушек танцевать. Ну, ребятки, давайте пригласим наших веселушек на танец. Как по волшебству, двери садика открываются. Яркие стены, красивая мебель. Первым делом гости отправляются в музыкальный класс. Воспитатели уже проводят первые уроки с ребятами. Блеснуть своим талантом решила и Алима Дарсигова. Девочка мечтает стать певицей. В садике она уже нашла подруг с общими интересами. У меня идет в садик, знаешь кто? Здесь идет со Мишкой. У меня есть один братик, но он не идет в садик еще. Он маленький еще. А ты хотела сама в садик? Да. Почему? Знаешь почему? Потому что я уже повзрослела, я уже большая девочка. А что вот интересно в садике? Какие кружки интересны вообще? Вот как? Есть там игрушки в садике, машинки, куклы, конструктор, набор доктора есть. Да вообще все есть в садике. Не менее оживленные в классе хореографии. Здесь репетируют танец роз. Мне очень нравится в садике. Здесь очень красивые воспитатели, хорошие. Здесь бывает очень хорошо. Я люблю в садики ходить. И мы сделали в садике что мы делаем. Говорят нам воспитатели, сделать
Рисовали мы, садики лепим мы. Еще мы сами садики еще лепим. Это далеко не все удобства, созданные для ребят. В скором времени здесь появится и компьютерный класс. Всю необходимую технику для этого уже заказали. Также ребят будут учить английскому и арабскому языкам. В садике есть и класс рисования, спортзал, медпункт, столовая и даже собственный психолог. Ну и, конечно же, опытные воспитатели. Я воспитателем работаю уже 5 лет. Я работала в Тюмени. Я работала в частных садиках в Ингушетии. Я живу рядом. Мне самое главное удобно, что я живу рядом. Соседей очень много, детей по 2, по 3 детей. У меня свои дети есть, которые будут тоже в садик ходить. Это даже особенно значимое событие, в первую очередь не только для детишек, которые могут посещать эти учреждения, но и для жителей села с сокращением безработицы, потому что созданы новые рабочие места. И в связи с этим жители села и рады, и очень благодарны всему руководству, которые принимали участие в организации этого замечательного детского сада. Лесная сказка рассчитана на более чем 200 детей от 2 до 6 лет. Ну а малышам, которым не хватит места в новом садике, не стоит унывать. Ведь в Верхних Очулках горит не одно, а целых 2 солнышка. Детский сад с таким теплым названием был открыт еще в 2017 году. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.